خط مارشال وغيره. Делер Маршал. خط الحدود بيسمع. Мы приветствуем вас, мой дорогой коллега. Ваше слово очень ценно для нас у нас дома. Вы сегодня ведете не только процессуальную деятельность, но и ведете общественно-политическую деятельность, правозащитную деятельность и в других странах. Сегодня вы к нам привели 2500 лет спустя к нам сюда Сократа и Иисуса. И вот у меня есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас богатая, шикарная адвокатская процессуальная деятельность. В своей процессуальной деятельности вы встречали своего рода Сократа и Иисуса. И пару примеров приведите, пожалуйста, интересные ваши процессы, которые как бы, если перенести на современный лад, являются для вас запомнившимися личностями, обвиняемыми. Спасибо. Я не знаю Сократа или Иисуса, наверное, мои личности такого масштаба в наше время, они вообще не часто встречаются в принципе в истории. Но были, естественно, среди моих подзащитных такие люди, ради которых я жизни не пожалел бы, и о некоторых из них я могу рассказывать бесконечно, но многие из них вам не знакомы, и их имена вам ни о чем не скажут, но, пользуясь таким вопросом, я не могу не сказать о Юсуфе. Юсуф наш. Это человек, о котором я и сейчас не могу говорить равнодушно и спокойно. Человек, который, как мне представляется, был почти святым, во многих смыслах был образцом для подражания, для всех нас, кто здесь присутствует. Это касается и вопросов исламской веры, и чеченских обычаев, и просто нрава. Был человек, если бы мне поставили задачу быть его там обвинителем и сказать о нем хоть что-нибудь плохое, я со всей искренностью могу сказать, что я не знаю за ним ничего плохого. И я могу рассказать там про какие-то частные моменты его жизни, начиная с того, как он относился к своим обвинителям, и заканчивая тем, как он ушел из этой жизни, но это заняло бы слишком много времени. Пару эпизодов я все-таки приведу. Была у нас следователь по этому делу, Валерия такая, не буду даже по фамилии ее называть. Это, собственно, тот человек, в руках которого находилось уголовное дело на стадии следствия, которое вменило ему преступление, по квалификации как минимум, которого вообще в принципе не было. То есть не просто убийство, за которое человек может быть наказан лишением свободы до 15 лет, а убийство по мотиву социальной ненависти там, к военнослужащим и так далее и тому подобное. Она, причем сама прекрасно понимала, что она эту там, смертную статью притягивает за уши. И вот там ближе к концу следствия она пришла к Юсупу в Лефортово, в следственный изолятор, принесла материалы уголовного дела для ознакомления. Вот для меня она лютый враг на тот момент, тем более для Юсупа, который уже больше года находится в заточении по ее милости. По ее милости тоже, точнее будет сказать. Она пришла с материалами уголовного дела, она принесла с собой 4 тома из нескольких десятков. И просьба ее заключалась в следующем. Вы, пожалуйста, подпишите, что вы ознакомились сразу с этими 4 томами. Я так никогда не делаю, если задача, конечно, не стоит. Я ей сказал, с какой радости мы должны вам удружить. 80, хорошо, в честь хорошей погоды 90 листов мы вам подпишем, меньше половины тома, и гуляйте отсюда. Она плачет, прям сидит в следственном кабинете в Лефортово и плачет. Я, зная, какое сердце в груди у Юсупа, сразу посмотрел на него, он проникся почти состраданием и говорит, что с вами? Она говорит, мне надо на больничный, точнее говоря, я извиняюсь за щепетильность момента, на декрет, а меня не отпускают, если вы не ознакомитесь хотя бы там с половиной уголовного дела, поэтому я хотела это ускорить. Вы же понимаете, мне не 18 лет, мне уже почти 40 там. И в общем, а Юсуп, он такой был человек,
что любое чужое страдание отзывалось у него в сердце очень живо. И он взял, говорит, дайте мне этот график сюда. И подписал ей сразу ознакомление со всеми томами. Со всем уголовным делом он просто взял под протоколом подпись поставил. Я говорю, Юсуп, хулил да. Он говорит, а ты тайне да, я кам шинка баттахуанти хир да, да, стоит. Я ей говорю, слушайте, вам не стыдно, вы человека хотите погубить таким образом, знаете, какое преступление вы ему вменили и рассчитываете на его сострадание и злоупотребляете им. Она вся в слезах потеряла дар речи, с радостью взяла этот протокол, мной тоже вслед за Юсупом подписанный, и ушла со своими 4 томами. Это половина истории, друзья, потому что самое главное Юсуп сказал, когда она ушла. Он мне говорит, слушай, там же 4 тома было, довольно тяжкая ноша для женщины в ее положении. Наверное, надо было тебе с ней уйти, помочь ей, говорит. Разве не блаженный, не святой человек может отнестись так к своему прямому, непосредственному врагу? Вот такой это был человек. Он находился, мы все знаем, в Омске, колонии, которые славятся тем, что в них не очень сладко приходится заключенным в принципе, а уж там кавказцам и чеченцам в особенности. И находясь в одном из лечебных учреждений, он довольно долго, надо сказать, и тяжело болел. Он услышал, что там на соседнем этаже в этой тюремной больнице, там нет решеток, просто тебе нельзя выходить из палаты, и есть охрана по периметру. Какой-то татарин находится в предсмертном состоянии. Он не знает, что это за татарин, он даже не знает, насколько там глубока его вера, он знает, что татарин, и скорее всего поэтому мусульманин. Он пошел вниз на другой этаж, что есть грубейшее нарушение местных распорядков, для того, чтобы прочитать над ним Ясин. И когда его в коридоре остановил охранник и говорит, слушай, если туда пойдешь, то ты будешь привлечен к дисциплинарной ответственности, он говорит, если даже ты меня застрелишь, я туда пойду. И он пошел туда, и отношение к нему даже там было таково, что он пошел туда, сел у изголовья кровати этого татарина и прочитал Ясин, который он знал почти или полностью наизусть. И до тех пор, пока он не закончил это чтение, к нему даже не подошел никто, в знак уважения к нему. Вот такой человек был Юсуп, если вам угодно, о самом дорогом моему сердцу и моему подзащитному.